Мало кто знает, что турецкий супруг не может распоряжаться семейным жильем без официального письменного разрешения своей супруги. Что же такое семейное жилье и в каком случае недвижимость попадает в этот статус? Давайте обсудим сегодня этот вопрос. Семейное жилье или по-турецки aile konutu – это не просто словосочетание, это полноправный юридический термин, который обеспечивает, я считаю, отличную защиту прав женщин на территории Турции. Семейное жилье – это жилище, где, собственно, находится домашний очаг семьи, где супруги проживают совместно, это важно, где проживают их дети, где происходят все самые главные события для этой семьи. Семейным жильем может быть любая недвижимость, даже если она оформлена только на одного из супругов, например, только на мужа, даже если она приобретена до брака и так далее. Даже если эта недвижимость вообще арендованная, она тоже может попасть под категорию семейное жилье. Главное, что в этой квартире или в этом доме супруги вместе проживают. И один из супругов не имеет права выполнять никакие операции с семейным жильем без письменного официального разрешения второго супруга. То есть он не может его продать, сдать в аренду, передать третьим лицам, отдать под залог и так далее. Если жилье арендовано, то муж без вашего разрешения не может расторгнуть договор аренды. Очень важно отметить, что если, например, женщину выгнали из дома, или она по причинам физического или эмоционального насилия не может находиться дома, сама ушла, то статус семейного жилья это жилище не теряет. И если все-таки супруг выполнил какие-либо из действий с этой недвижимостью без разрешения своей жены, то эти действия могут быть аннулированы в суде. Наш многоуважаемый Верховный суд Турции Яргытай публикует множество решений, подтверждающих этот факт. Действительно, многие жены успешно аннулируют сделки с недвижимостью, которые произошли без их письменного согласия. Чаще всего у нас бывает такая ситуация, что муж продает недвижимость без ведома жены перед тем, как подать на развод, например, для того, чтобы избежать раздела имущества. И каким образом именно в вашем случае поступить? Что нужно делать? Здесь, конечно, нельзя дать такой универсальный совет. Нужно консультироваться с юристом по этому вопросу. Мы ждем на консультацию в наше бюро адвоката Хакана Инджиоглу. И я надеюсь, что это видео было вам полезным. И всего вам доброго. До встречи в следующих видео.